Добрый день, уважаемые наши подписчики! Мы вас приветствуем на очередном выпуске «Экспоната месяца». В фондах Темиртауского музея хранится экспонат, который напрямую связан с модой и с городом Темиртау. Это туфли-мыльницы. В конце 50-х годов начали активно использоваться синтетические материалы для производства одежды и обуви. На Западе изобрели новую модель обуви, которая в переводе означала «желейные туфли». Именитые производители модной одежды и обуви и даже дома высокой моды начали добавлять их в свои коллекции. Летая обувь, сделанная из яркого силикона, была задумана для пляжа. В СССР особую популярность туфли-желе приобрели в 1980 году. Все модницы желали иметь в своем гардеробе удобную и простую в уходе обувь. В СССР она вошла под названием туфли-мыльницы. Если на Западе туфли-мыльницы были просто популярными, ее можно было купить в любом обувном магазине, то в СССР мыльницы стали культовой вещью, которую было не так просто приобрести. Ажиотаж вокруг этой обуви сохранялся еще долгие годы. Ее ценили за практичность и дешевизну. В СССР, несмотря на их первоначальное предназначение, запросто наряжались и на свидания, и на праздники, и на работу. Туфли, представленные сегодня в нашей экспозиции в рамках проекта «Экспоната месяца», были изготовлены в городе Темиртау на заводе СК «Совпрен-2». Стоимость их составляла 12 рублей. Завод СК «Совпрен-2» стал первенцем химической промышленности Казахстана. Завод был построен еще в поселке Самаркандском в годы Великой Отечественной войны. Здесь производили кислород, азот, карбид кальция, уксусную кислоту, углекислоту, дивинол, винипол. В 1961 году был получен первый казахстанский каучук, который широко используется в таких отраслях промышленности, как автомобилестроение, самолетостроение и электротехника. В 80-е годы XX века на базе завода были организованы производственные кооперативы, которые предлагали дефицитные товары и услуги, которые до этого были неизвестны простым советским людям. Такие производственные кооперативы и занимались производством туфлей-мыльниц. Туфли-мыльницы, представленные в проекте «Экспоната месяца», в фонды Темиртауского музея, были переданы в 1988 году председателем кооператива при цехе благоустройства и озеленения Карагандинского металлургического комбината.